день, друзья! В эфире программа, где мы учимся понимать язык своих детей, своих друзей, своих коллег. Ведь что может быть проще и что может быть сложнее? Понимать друг друга с полуслова, с полужеста. Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире телешоу «Телеактивно» и мои ведущие Лена Андреева и Ларина Сукуева. И мы рады представить вам наших сегодняшних участников. Сегодня вместе с нами играют сотрудники детских садов города Якутска. И я рада приветствовать первую команду. Это воспитатель Виктория Попова и учителя-логопеды Джулия Иванова и Мария Винокурова. Девушки представляют детский сад номер 3 «Катюша». Девушки, очень рады вас видеть в нашей студии, таких красивых, веселых, настроенных по-боевому. Да. Скажите, как вы назвали свою команду и какой девиз вы придумали? Наша команда «Катюша». Наш девиз «Век живи, век учись». Виктория Попова работает в детском саду «Катюша» уже почти 30 лет. Нынче у нее 6-й выпуск. Она воспитатель. Профессию свою очень любит, и на каждом выпуске Виктория грустит и после скучает по своей группе. Но никогда не показывает грусть малышам, чтобы их не расстраивать. Но очень радуется, когда ребята, уже будучи школьниками, приходят ее навестить. В свободное время Виктория любит шить, работать на даче, заниматься огородом. А совсем недавно наша героиня стала бабушкой, поэтому сейчас она с удовольствием проводит время с внуком. Джулия Иванова раньше была воспитателем, но вот уже 4-й год работает учителем-логопедом. Признается, что современные дети чаще сталкиваются с логопедическими трудностями, чем лет 7-10 назад. И проблемы в произношении звуков у всех детей разные, поэтому тут важен индивидуальный подход. Джулия обожает активный отдых, турпоходы, соревнования и очень любит огородничать. Правда, своей дачи у Джулии нет, зато на балконе у нее прекрасно растут огурцы, помидоры, перец, корнеплоды, зелень. И по осени она собирает богатый урожай. А в этом году Джулия решила превратить балкон в цветущий сад. У Марии Винокуровой в этом году первый выпуск якутской логопедической группы, и она очень счастлива наблюдать за результатами своей работы с детьми, видеть, какой у них прогресс. А всем родителям Мария советует заниматься с детьми над дыханием, из-за того, что малыши в основном сидят, а не дышат неправильно. И самое простое упражнение, которое предлагает учитель-логопед, это дышать через трубочку. Например, дуть через нее на рис, чтобы крупа потихоньку двигалась на другой край тарелки. Или дуть через трубочку на перышко, булькать в стакане с водой. Тут важно следить, чтобы малыш вдыхал носиком, а выдыхал ртом. Сейчас я приглашаю в нашу студию команду, представляющую детский сад номер 16 «Золотинка». Это воспитатели Мария Таврат и Ниргуяна Гоголева и музыкальный руководитель Ирина Корнилова. Здравствуйте! Очень рада вас видеть. Здравствуйте! Очень рада вас. Название вашей команды и, возможно, девиз? Наша команда «Оптимистки». Наш девиз «Наш мост наполовину полон». Воспитатель детского сада «Золотинка» Мария Таврат признается, что это не она выбирала свою профессию, а профессия выбрала ее. Девушку-тьютера пригласили в «Золотинку» позаниматься с детьми с ограниченными возможностями здоровья, после чего предложили ей вакансию. Так Мария стала воспитателем. А в свободное от работы время девушка посещает тренажерный зал, занимается вокалом, любит активный отдых, обожает ходить в лес, собирать ягоды. Ниргуяна Гоголева попала в детский сад еще во время своего студенчества, когда проходила практику. Девушка настолько понравилась руководству и детишкам, что после получения диплома ее сразу пригласили на работу. А вообще эту профессию Ниргуяна выбрала с легкой руки своей учительницы по русскому языку и литературе, которая обратила внимание на умение девушки быстро находить общий язык с малышами. Так воспитательница Ниргуяна Юрьевна в «Золотинке» уже 8-й год. Интересная история с выбором профессии у Ирины Корниловой, которая изначально мечтала быть актрисой. По приезде в Якутск юная выпускница школы долго думала, куда ей поступать – в театральный или на педагогический. Первые вступительные экзамены были в ЕПК. Там прослушали ее пение, посмотрели на короткие пальцы и посоветовали обратить внимание на аккордеон, на что Ирина твердо заявила, что будет играть только на фортепиано и пообещала растягивать пальцы.
Упорную девушку зачислили в колледж, и в актрисы она так и не стала поступать и решила не испытывать судьбу. И сейчас Ирина нисколько не жалеет о том выборе, ведь музыкальный руководитель в детском саду – это и музыкант, и певец, и сценарист, и хореограф, и актриса в разных ролях. А правила игры таковы. Все участники разбиваются на две команды. Команда красных начинает игру первой. И чтобы определить, кто приступает первым, каждой команде будут заданы по 3 вопроса из школьной программы. Вопросы будут заданы рандомно и по таким школьным предметам, как математика, русский язык и литература, химия, биология, география, история и даже английский язык. Вам придется вспомнить все, что вы проходили в школе. Вопросы задают учителя якутских школ. Если же команды дадут одинаковое количество верных ответов, капитанам предложат бросить кубик, чтобы определить, кто приступает к игре первым. Далее игрокам нужно будет объяснить своей команде слова или фразы, указанных на карточке. При этом нужно уложиться в 45 секунд. За каждое правильно угаданное слово или фразу команда приближается к финишу и победе. Каждый из членов команды в строгой очередности демонстрирует слово или фразу тем способом, который изображен на клетке игрового поля, где потенциально может находиться фишка. Но передвигаться можно только в том случае, если команда слово или фразу угадала. А вот если игроки не поняли расплывчатое объяснение товарища, фишка будет стоять на месте. Выигрывает та команда, которая первой дойдет до финиша. А теперь смотрим на саму карточку. Если нарисован говорящий человечек, значит нужно объяснить слово или фразу. В этом случае нельзя использовать однокоренные слова. Если нарисованы кисть и карандаш, значит нужно немного побыть художником, чтобы попытаться изобразить слово или фразу на доске. Если на карточке вы увидите маску, вам придется стать мимом и с помощью жестов и актерского мастерства объяснить членам своей команды нужное слово или фразу. По пути на поле игроку может попасться клетка телеактивно. Это значит, вам будет дано задание «Стоп-кадр», где вы должны угадать название фильма или сериала. А если брошенный вами кубик покажет цифру 6, вам придется ответить на вопрос преподавателя филологического факультета СВФУ. Эта же участь ожидает игроков, если в конце игры ходов осталось меньше, чем на выпавшем кубике. В этом случае игроки выполняют 2 задания. Пантомиму – это завершающая клетка игрового поля. Вторым заданием станет филологический вопрос. Прежде чем приступить к игре, мы должны решить, какая команда начинает первый ход, а первый ход у нас всегда начинает команда красных. Диванчик вот с этой стороны, но и для этого мы сейчас зададим вам по 3 вопроса из школьной программы. Вопросы задают учителя городских школ. А вопросы будут заданы совершенно случайным образом, по таким школьным предметам, как математика, русский язык, английский, биология, химия и даже история. Поэтому вам придется вспомнить все, что вы проходили в школе. А если так получится, что команды заработают одинаковое количество очков, то в этом случае капитаны команд, надеюсь, вы уже выбрали себе капитана, да, будут вынуждены бросить наш кубик, и у кого цифра будет на кубике старше, тот, собственно, начнет игру первыми. Итак, в начале в эту студию мы пригласили команду «Катюша», поэтому вопросы школьной программы сначала звучат для вас. Внимание на экран. Можно ли натянуть веревку между деревьями так, чтобы совершенно не было провисания? Так. Можно ли натянуть веревку между деревьями, чтобы не было провисания? Отвечает команда красных. Не красных, а Катюша. А, пока Катюша, да. Да. Ну, мы думаем, что верно можно, Если вот так сильно перетянуть. чтобы она не провисала. Так, это вопрос из курса физики, и давайте сверимся с учителем физики 23-й школы, узнаем, какой правильный ответ она предлагает. Ответ – нельзя, так как веревка, она имеет свою массу, и земля будет его тянуть к себе, поэтому всегда будет провисать. Небольшое, но все равно провисание, потому что гравитацию никто не отменял, как говорится, да? Так, вопрос из школьной программы теперь звучит для команды «Оптимист Золотинка». Внимание на экран. У каждого государства есть признаки, например, культурные ценности, народ, органы власти. Какие еще признаки можно назвать для любого государства? Налоги, символика. Конституция.
Налоги, символика, конституция. Да. Так, вопрос из курса обществознания. Вопрос задавала учитель 3-й школы. Ответ мы принимаем. Внимание на экран, давайте сверимся. Кроме названных признаков, у любого государства есть налоги, язык, символы, например, герб, флаг, гимн и народ. Ну, в принципе, да, можно засчитать, что ответ верный. Я вас поздравляю, у вас 1 очко уже Одно есть. очко есть. Так, второй вопрос из школьной программы для Катюши. Внимание на экран. Какой отработанный медицинский материал использовался советскими изготовителями кустарных пластинок? В народе его называли пластинки на костях. Пластинки на костях. Это что? Пластинки на костях. Это что может быть? Какой материал Кустарный. использовали? Какой медицинский материал? Догадаться можно. Используем. Суем. А для чего? Для чего? Диск, а? Бинт. 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 Пластинки. Пластинки. Кустар. Так, команда Катюша. Какой у вас вариант есть на этот вопрос? Бинт или два? Скажи такое. Мария? Ай. Мы думаем, наверное, это бинт. Они постирали или как? Ага. Так, ответ принят. Давайте сверимся с учителем истории 3-й школы. Пластинками на костях называли материал кустарных пластинок, изготовленный из старых рентгеновских снимков. Там изображены же кости, вот, наши ребра. Поэтому так, второй вопрос из школьной программы для Золотинки. Что такое грамматическая основа предложения? Основа предложения. Русский язык. Нет, это... Основа предложения, говорит. Основа предложения – это подлежащее, сказуемое. Да? Определение. Скажи, это что подлежащее? Ну. Так. И ваш ответ? Мы думаем, что грамматическая основа предложения – это подлежащее, сказуемое и так далее. Определение, дополнение. Да? Или корень. Нет. Нет. Итак, какой ответ? Корень. Нет, это слово. А предложение – это, да. Подлежащее, сказуемое и вот дополнительные предлоги, да? Так, ответ принят. Давайте сверимся с учителем русского языка 23-й школы. Грамматическая основа предложения – это подлежащее и сказуемое. Абсолютно верно. 2 очка заработала команда «Золотинка Оптимист». И по последнему вопросу из школьной программы Катюша, внимание на экран. Кто написал комедию «Горе от ума»? Вопрос из литературы. Тургенев. Нет. Гоголь, Достоевский. Нет, Достоевский. Достоевский. Горе от ума. Так хорошо вы дискутируете. Можете погромче. Да, какой у вас вариант? Имя Достоевского. Горе от ума. Так, Виктория, Мария, Джулия, у вас ваш вариант? Достоевский. Гоголь. Достоевский. Гоголь. Гоголь деньги. Уверена. Ты уверен? Что за... Мгм. Давай, Так, ваш ответ, команда Катюша. Путаница была между двумя писателями. Ну, пришли к выводу, что Гоголь. Гоголь, да? Так, ответ принят. Сверимся с учителем литературы 23-й школы. Комедию «Горе от ума» написал Александр Сергеевич Грибоедов. Вот, наверное, Г у вас вот Да, крутилось в голове, да? Г, начало фамилии. Так, и последний вопрос для Золотинки. Внимание на экран.
почему Александр Меньшиков, ближайший сподвижник Петра I, не прочитал ни единого его указа? Потому что он не умел читать. Даже не посовещавшись, как уверенно сказала Мария, ответ принимается, но все же давайте сверимся с учителем истории, как он ответит на этот вопрос сам. Так, потому что Александр Меньшиков был неграмотным. Верно. Абсолютно верно. И команда «Золотинка» у нас заработала 3 очка, становится командой красных. Девушки с Катюшей, вы становитесь командой синих. Присаживайтесь на диванчике соответствующего цвета. Все поняли правила игры. Итак, мы начинаем. Команда красных кидает кубик первой. И таким образом мы определим, какое задание ей попадется и сколько шагов она сможет сделать вперед в случае успеха. А я хочу вам напомнить, что если кубик покажет цифру 6, сразу же, да, буквально, может быть, в начале игры, то в этом случае свой вопрос, свой видео-вопрос будет задавать преподаватель филологического факультета СВФУ. Вопросы у Дмитрия Жиркова могут быть как простые, так и не очень простые, поэтому нужно немножечко тут, постараться, да. Отвечает в этом случае вся команда, то есть коллегиально. Эта же участь вас может поджидать и в конце игры. Если ходов у вас осталось меньше, чем показал кубик, то вам нужно будет выполнить сразу 2 задания. Первое задание – это пантомима, как последняя клетка нашего игрового поля. И второе задание, опять же, вопрос от филолога. Если вы справляетесь с 2 заданиями, то вы победитель нашей сегодняшней игры. Итак, команда красных стартует первыми. Ирина, бросайте кубик. Давай. Один. Вам нужно рисовать. Для этого, Ирина, вначале выбираете карточку, смотрим на голубой фон и карандаш на нем с кисточкой. Я вам подскажу, девочкам своим не показываем. Нужно будет нарисовать в ответ. Поехали. Банк. Банкнота? Да. Да. Банкнота. Яна, вы просто мастер сегодня. Так, абсолютно верно. Вы сможете сделать 1 шаг вперед. Ваша фишка красного цвета. Ирина торжественно открывает сегодняшнюю игру. Вот и так раз. стоит. Отлично. Игра стартовала. Команда синих, бросайте кубик. Катюша. Ваш черед. Виктория. Какую цифру хотели бы? 5. 5. 5, да? Хорошо, Не 6. посмотрим. 4. Почти 4. Говорить. Говорить. Фишка уже стоит как бы заранее, да? Но посмотрим, справитесь ли вы. выбираю. Пожалуйста, выбирайте карточку. Смотрим на синий фон. И на этом фоне человечек, который говорит, вот это нужно будет словами объяснить, исключая однокоренные. Поехали. Это 2 слова. Ага. И квартиры, там дома, Здание. звоним. Ой. Город? Нет. Как сказать-то? Одесса, столица. Мы когда звоним, набираем что? Номер чего? Номер квартиры, номер дома. Нет, когда звоним. Номер телефона. Клавиша. Сотовый. Да, номер телефона Джулия сказала. Слава богу, верно. Так, Виктория, Молодец. ваша будто вы уже сделали. Да. Давайте. Остается на месте. Раз, Давайте 2, 3, 3. 4. Уже стоит. Так, Присаживайтесь. присаживайтесь, вы вырвались вперед. Команда красных продолжает. Мария, бросайте кубик. А вы какую цифру хотели бы? Если 6, то вы прямо вырветесь вперед. Не бойтесь. Да. цифры на самом-то деле. Цифру 3 бы хотела. Да? 4. По 4. Это Так. рисование. Это рисование. Поехали. Он, трубка, такси, вызов такси. Позвонить такси, вызвать такси, заказать такси. Сесть в такси. Телефонная трубка. Нет, Линия. телефон. Тут очень важно Телефонная трубка, линия. слово. Да. Нет, трубка. Угадать. Телефон, трубка, нет. 10 секунд. Сказаемое, Звонок таксисту. позвонить таксисту. Телефонная линия. Таксиста. Рисовать можешь. Диспетчер. Нет. Время. Ответ какой?
Заказ такси. Заказ Девочки, вы говорили заказать такси, но нужно говорить точно, да? Фишка нашей игры. Вот прямо рядом. Мария, присаживайтесь. Как-то можно помочь, вот, например, вот такими знаками, да, так же, но немножко по-другому. Вот, что-то такое, да? Так, Она бы говорила. команда синих. Катюша, продолжаем. Джулия, бросайте кубик. Три. Рисовать. Рисовать. Рисовать, да. Сегодня всем везет на Так, карточку рисование. вначале выбираем, смотрим на розовый фон. Рисовать, да. Рисовать. Ага, раз, вот. два, три, правильно, да. Так, это нужно будет нарисовать. Поехали. Это дом? Это праздник? Праздник, банкет? Рисовать, не Рисовать. показывайте, ага. Это одно слово? Нет. М, Туршлют. Праздник, два. Праздник солнца. Праздник. День рождения. Юбилей. 15 секунд. Юбилейный. Праздничный. Праздничный. Праздничный день. Праздничный. Праздничный день. Виктория угадала, Три праздничный шага день. вперед. Так, и делайте 3 шага вперед. Команда синих вырывается Сюда. вперед, да? Сюда. И двигайтесь вот сюда, вот, на желтую идете. Иди На сюда. желтую. Раз. Нет, Да-да-да, вперед ну, иди. лицом. Вперед Да. иди. Да. Раз. Нет, нет. Потом Сюда. потом Вот сюда. так. Два. И три. Три. Да. Отлично. Команда Золотинка вырвалась вперед. Так, Ниргуяна, ваш черед. Оптимисты. Так, давайте 6. Ой, 4. 4. Раз, два, три. Четыре. Рисовать. 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 Карту вначале выбираем, Ниргуяна. Поехали. Черепаха. Да! Да, это черепаха. А как вы угадали, что это черепаха? Не надо. Я бы подумала, солнце, не знаю. Первая мысль это как будто бы солнце, но Да, или черепаха. цветочек. Абсолютно верно. Так, Ниргуяна, делайте 4 шага вперед. Вы становитесь на желтый квадратик. И давайте вместе. Раз, Два, три, 3, 4. Отлично. Так, приближайтесь к команде Команда синих. Катюша. И Катюша. Так, Мария, бросайте. 6. Ну, почему нет? Так, присаживайтесь на Присаживайтесь. диванчик. Вас ждет видео-вопрос от филолога, преподавателя филфака СФУ. Отвечаете на этот вопрос все втроем коллегиально. Внимание на экран. Назовите сокращенное наименование Северо-Восточного федерального университета. Так, и громче. СВФУ. Ага, ваш ответ принят. Давайте сверимся на самом деле с каверзным вопросом от преподавателя филфака СФУ. Он бы не задавал бы этот вопрос, если бы не было бы какой-то такой хитринки здесь. Послушаем правильный ответ. Правильное сокращенное название Северо-Восточного федерального университета – СВФУ. Аббревиатура, поэтому мы говорим буквами. С. ФУ, а не СВФУ. Ну, СВФУ мы все так говорим, да, конечно. Лавиды. Вот, ну, так, ваша фишка стоит на месте, а команда красных продолжает игру. Ирина, бросайте кубик. И сделали выводы, да, что Дмитрий Жирков может задавать такие вот Давай большую. вопросы. Так, два. Раз, два. Рисовать. Опять рисовать? Рисовать, да. Поехали. Ой! Красный. Вылетел там стержень. Так. Фокусник. Да. Да. Да? Да. Понадобилось 10 секунд. Ниргуян, вы просто вот, я не повторяю, что вы мастер сегодня угадывания. Оставьте. Ага. Так, молодцы. Ирина, двигайте шага вашу вперед. фишку на 2 шага вперед, и вы становитесь на одну клетку с Катюшей. Два. Отлично. Супер. Отодвигаем. Так, игра становится все интереснее и Давай. интереснее. 5. Виктория, бросайте кубик. Так, все, больше 6 не хотим. А вдруг?
надо говорить. Цифра 6. Это значит, Дмитрий Дмитриевич Жирков снова задает свои Внимание на видеовопросы. экран. Внимание на экран. Определенно первенство по количеству неправильного употребления принадлежит собирательному числительному «сколько». Используя его в речи, задайте два уточняющих вопроса. Первый вопрос. Спросите о времени завершения работы музея. И второй вопрос. Спросите, к какому времени вам нужно подойти навстречу. Вы поняли вопрос, да? Нужно задать вопрос, используя слово «сколько». И вот это слово нужно правильно просклонять. Во сколько музей закрывается? Я когда сколько подойти? Со скольки подойти? Со скольки, да. Во сколько? Во сколько прийти? День, да? Во сколько подойти? Подойти. Во сколько подойти? И Во сколько закрывается? нет, со скольки подойти. Вот так. Потому что так, турнами каверзно. Даже музей, закрытие музея и одну. Так, Золотинка у нас тоже думает, да, и какие-то варианты свои есть, но не подсказываем. Сколько подойти? И один вопрос. Во сколько закрывается музей? Во сколько день? Барта сколько день должен там Сколько? Кира собрала бегала. Во сколько закрывается музей? Со скольки подойти? Так, и Катюша, какие у вас варианты? Во сколько закрывается музей? И со скольки я должна подойти? Так, девушка согласна, да? Давайте сверимся с Дмитрием Жирковым, какой вариант он предлагает. Чтобы узнать, во сколько завершается работа музея, правильно задать вопрос следующим образом. До скольких работает музей? Чтобы спросить о времени появления на встрече, нужно задать вопрос следующим образом. К скольким нужно явиться? Вот такой вот вопрос и такой вот ответ, да, удивительный. Ну, мы, к сожалению, так не говорим, но по правилам русского языка нужно говорить именно так, как предлагает Дмитрий Жирков. Ваша фишка стоит на месте, а команда красных продолжает игру. Кто бросает? Мария, да? Но я смею вас заверить, что Дмитрий Жирков задает и простые вопросы. Вы заметили? 6. Спасибо. Присаживайтесь. Справедливость, она восторжествовала. Теперь Дмитрий Жирков задает вопрос Золотинке, команде «Оптимист». Внимание на экран. Как будет правильно? Большинство обрадовалось приближению весны или большинство обрадовались приближению весны? Большинство обрадовалось, потому что там не указано, кто. Ты отвечай. Мы готовы ответить. Ага, Большинство обрадовалось. Лось. Ответ принят. Давайте сверимся с Дмитрием Жирковым. Правильный ответ. Большинство обрадовалось приближению весны. Да, Однако, 6. если в этом предложении появляется управляемое слово в родительном падеже множественного числа, большинство студентов обрадовались появлению весны, то и форма глагола меняется. Вот, он пояснил, да? Абсолютно верно. Мария, делайте 6 шагов вперед. Раз, два, 3, 4, 5, 6. Так, у вас осталось 2 шага до финиша. И я вам напоминаю, что если в следующий раз вам цифра покажет на кубике больше, чем 2, значит 2 задания. Да? Так, а пока игру продолжает команда синих, бросайте кубик. Вам тоже нужно, наверное, цифра 6. И чтобы вы на него обязательно ответили. 4. Так, 1, 2, 3, 4. Говорить. Поехали. Я люблю играть. Я самый мощный. Настольное. 2 слова, да? Словами можешь говорить сколько слов? Нет. 2 слова. 4. 4? Я люблю играть. Мощный, да. Смотрим команду. 25 Говори. Я мощный. Я самый-самый... Ну, я люблю играть. Мы? Ты? Или он? Он.
10 секунд. Он ненавидит Игра настольная. теннис. Клетки. Шахматы. Да, но это главный, самый шахматный доска. Ой, время. А правильный ответ, Джулия, какой был? Чемпион мира? Мира по шахматам. О, нет. Ну, мне кажется, можно было бы Надо было как-то, да. руками. Чемпион, ага. Так, ваша Мне безвыходная миссия, вот команда кубик, красных кубок. Киргуяна, давайте бросайте кубик. Я хочу напомнить, что у вас 2 шага осталось до финиша и про 2 задания. Не забывайте, да, что возможно 2 задания. 2 задания. Так, первое задание — это пантомима. Вначале выбирайте карточку. Ага, поехали, Нюрген. Мы передаем, мы несем, 1. ты даешь. Берешь, даешь. Меняй. Взял. Я даю тебе. Что-то непонятно. 20 секунд. Вы можете показывать. Стул. Что? Квадратная. Коробка. Чемодан. Посылка. Да! Оставалось 3 секунды. До конца 3 секунды, и Ирина неожиданно. Посылка, как вы угадали? Но она Так, показала вторую квадратную, и коробку, то, что да. она открывает ее. Вот, да. Ой-ой. Надо было сразу показывать, да, и открывать. Абсолютно верно, это была посылка, но вас ждет Дмитрий Жирков. Второе Внимание задание. на экран. Поставьте правильное ударение. Издревле или издревле? И вы знаете ответ? Да. Да. Давай говори. Нервные смешки. Почему? Издревле. Издревле. А почему? Ладно, потом мы спросим. Ответ Дмитрий. Давайте сверимся с Дмитрием Жирковым. Правильный ответ – издревле. Правильно. Но это от противного, да? Все-таки издревле, не зря он задает такой вопрос. Про нервные смешки расскажете? Кажется, вы смотрите нашу программу. И такой вопрос уже Частенько. однажды попадал Перед перед тем, как к вам попасть, мы посмотрели пару программ, и вот И как раз вот это вопрос был. И мы вчера только с ней об этом обсуждали. вчера. Да. Вы Поэтому спорили, нужно да, вот смотреть перед- программу. Супер. Так, ну теперь вы можете смело открыть Приглашаем вашу фишку всех. красного цвета. Маша, иди сюда. Давайте все вместе посчитаем. Раз, два. И победителем сегодняшнего шоу «Телеактивно» становится команда «Оптимисты». Детский сад «Золотинка». Все верно. И мы вручаем вам возможность самостоятельно выбрать себе подарок. А поможет вам в этом сертификат в магазин «100 подарков». Спасибо. Так, девушки, присаживайтесь. Катюша, девушки, вы, надеюсь, не расстроились? Виктория, мне кажется, немножко расстроилась, да? Ну, конечно, немножко. Так, а какой... Вопросы? Вопросы сложные, Да, вопросы сложно нам попасть, да? Какой вопрос больше всего вас смутил? Вот, от Дмитрия Жиркова, наверное, да? С этим скольким, Какие с вопросы? это скольких. Ну вот, да, вот вопрос. Ну вот, да, это, мы согласны, сложный вопрос. Тут как бы, наверное, на него могут ответить только вот филологи Да, сами. наверное. А какое задание вам понравилось? Вам попадалось часто рисование? Нам-то еще попадалось в рисование. Может, Мы вообще не рисовали. А, вы не... только это я не один раз. это Один вы- раз один рисовали. рисовала. Какое задание вам тогда понравилось? Да, я не знаю, вот рисовать. Элиза, Я хотела порисовать, Я и тоже мне не рисовать. попалось. Рисовать. да. Рисование? А что больше не понравилось? Ну вот кроме Дмитрия Жиркова. Ну, кроме него, да? Только он. Говорение, возможно. Нормально. Нет, если бы руками там можно было помочь, конечно, я бы там сказала. Ага. Потом только дошло, что надо говорить. Клетки черно-белые. Там. Да. Да. Если бы чуть-чуть времени можно, Да, да, вы бы угадали. Пару секунд. Но мне понравилось, Жюля, вы так себя держали, вот прямо так вот, руки за спину, чтобы не... Штрафного не было.
Вы молодец. Огромное вам спасибо, девушки, что нашли время, что пришли к нам в студию, порадовали нас. Вы такие молодые, красивые, яркие, молодые. Ну, здорово, мы очень рады вас видеть сегодня в нашей студии. А вас, Золотенко, ну, конечно же, мы вас поздравляем. Скажите, вот какое задание вам понравилось и менее понравилось тоже? Но мне часто попадалось рисование. Хотя я рисовать не умею, но вот хотелось бы потом сфотографироваться с моим фокусником. Но главное, моя команда меня поняла. А, вот фокусник, это классно, кстати, да. Она даже не успела нарисовать человека. Очень быстро угадали. Нургуяна, вы, мне кажется, больше всех готовились к нашей сегодняшней игре. Вот, а какое задание вы боялись больше всего? Говорить. Почему? Потому что я не умею выбирать слова, например, синонимы не умею подбирать. Поэтому я, когда вот первое задание выпало, кто-то сказал, что надо говорить, я прямо расстроилась. Вы напряглись тогда? Да. Потом сказали нарисовать, уж все уже, слава богу, расслабилась. Так, и Мария. А мне все понравилось. И особенно карточки в ваших руках. Да. Огромное спасибо, девушки, тоже, что пришли к нам в студию, что вы готовились к нашей программе. Это прямо отдельная благодарность, что вы смотрели нас. Приходите к нам еще. Я надеюсь, что в следующем сезоне, осенью, мы с вами еще увидимся. И, может быть, вы уже будете играть с другим детским садом. И тут Катюша уже одержит победу, потому что будет знать, что тут творится в этой студии. Да. Так, ну как вы видите, дорогие друзья, даже самое простое слово довольно-таки трудно угадать. Учитесь понимать друг друга вместе с нами. Это была игра «Телеактивно». Встретимся на следующей неделе. Пока-пока!